С наступлением весенне-летнего сезона повышается вероятность возникновения лесных пожаров. Сильные ветра, грядущая жаркая погода будут еще больше усугублять положение. На днях наша съемочная группа посетила масштабные учения по подготовке к пожароопасному сезону. На месте учений специалисты провели комплексную тренировку по тушению условных очагов возгорания. О том, какие меры принять, чтобы уменьшить риски возникновения пожара, в сегодняшней подборке советов. При сходе снежного покрова, когда будет сухая растительность, убрать самостоятельно траву и убрать не имеется в виду сжигать. Именно вынести этот мусор, весь сухостой, вывести его в специальные места. Бывают случаи пожаров лесных от преломления солнечных лучей от стекла. Это редкость, но при устойчивой жаркой погоде вероятность возникновения такого пожара возрастает. При отдыхе на природе шашлычников, либо просто пикники, когда разводятся костры, следует помнить, что мангал устанавливается с наветренной стороны, ставится железный лист, производится очистка территории под мангалом и проводится окоп. Поскольку уголек, даже маленький, вы можете не заметить, как вылетел из мангала и по траве перенесся. То есть никогда не бывает, что пожар резко вспыхивает. После отдыха также затушить угли, закидать их песком, землей, или камнями, что имеется под рукой, и облить водой. При себе при отдыхе также выставлять бутылку воды. Сухие грозы – основная причина лесных пожаров. Иначе говоря, гром и молнии есть, а дождь до земли не долетает. Испаряется из-за высоких температур. Виновником лесного пожара также может стать человек. Чтобы вам не выписали штраф, разводим костры или мангалы только в специально отведенных местах. Закон, регулирующий данные правила, это является постановление правительства Российской Федерации. В нем четко обозначено правила поведения граждан в лесной зоне. А также следует помнить, что при ведении чрезвычайной ситуации или особого противопожарного режима на территории муниципального образования выезд граждан запрещен в леса категорически. В прошлом году произошло изменение законодательства, и, соответственно, сельхозпал запрещен категорически при наступлении лесопожарного сезона. Помните главное, если неизбежное все же случилось, то ни в коем случае не пытаемся потушить пожар самостоятельно. Если лесной пожар разгорелся, то знаний, опыта для тушения нет, техники, нет специального оборудования для этого. Поэтому лучше эвакуироваться. В общем, оставить эту работу для профессионалов. Статистика гласит, что каждое 4-е возгорание в лесу происходит по вине человека. Поэтому строго соблюдайте правила противопожарного режима, берегите себя и природу.